Теперь буква Ч. В тувинском языке слова на букву Ч не могут заканчиваться. Поэтому, когда предыдущее слово заканчивается на гласную, например, чараш, красивый, в предложении таснышнат кажарашны. Таснышнат кажарашны. Поляна на улице очень красиво. Очень красивая. Таснышнат кажарашны. Вот это Ч может перейти в Ж. Точно так же, как, например, окончание направительного падежа в тувинском языке будет Ч. Например, слово орук. Орук – дорога. К дороге будет орукче. Так как слово заканчивается на глухую согласную. А если она заканчивается на гласную, например, шна, поляна, то к поляне будет шнаже. Шнаже. Окончание Ч перешло в Ж. Точно по этому принципу, вот в этом случае, слово буква Ч может перейти в букву Ж. Таснышнат кажарашны. Вот по этому принципу. Но не обязательно. Если же слово заканчивается на сонорные, носовые, носонорные, носовые, и боковую язычную Л, то буква Ч озвучается. Например, точно как в слове альдж, гость. Альдж, она звонкая. Дж, альдж. И смягчает впереди стоящую согласную Л. Альдж. Например, в предложении амджагадн. Пришел только что. Так как предыдущее слово заканчивается на сонорную М, то Ч в слове Ча означается амджагадн. Амджа в быстрой речи. Вот. Точно так же, например, еще алджанда. Возле стойбища. Возле юрты. Алджанда. Дж. Алджанда. И слегка смягчает букву Л.